жалобы поступает от категории социально незащищенных людей, детей, стариков, выделяйте их, изучайте, реально возьмите на контроль исполнение законных требований. Жилье, энергоснабжение, реализация инвестпроектов. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провел прием граждан. Подробности в начале выпуска. Я думаю, мы в полном объеме сможем уже орфаннику обеспечить необходимыми лекарственными препаратами и обеспечить те категории граждан, которые не имеют льгот. Качественные медикаменты – залог здоровья нации. Что должно измениться в сфере поставок лекарств после послания президента, расскажет наш корреспондент. Просто, говорит, из-за облаков, говорит, вынырнул и смог сбросить эти бомбы. Загрузи фото своего героя в народную экспозицию. Ингушетия присоединилась к проекту «Лица Победы», чьи имена уже внесены в список защитников Родины. Безопасность прежде всего. Особая бдительность в зимний период. Сотрудники МЧС и «Газпрома» провели профилактические беседы с жителями Плиева. Опытные дзюдоисты борются не просто за кубки, медали и грамоты. На кону главный приз – путевка на первенство СКФО. Сила воли, мотивация и отличная подготовка. В Назране прошло республиканское первенство по дзюдо среди юношей. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. В общественной приемной президента России в Магасе в рамках регулярных встреч с жителями республики сегодня состоялся прием граждан под руководством главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Круг рассмотренных в рамках встречи обращений включал в себя как просьбы содействовать в оказании индивидуальной социальной поддержки, так и коллективные заявления жителей региона и инициативы по улучшению инфраструктуры республики. Так, заявительница, потерявшая родителей в раннем детстве, обратилась в связи с жилищным вопросом. Девушка, как сирота, стоит в очереди на получение собственного жилья. Но, несмотря на 10-летний срок с момента достижения ею совершеннолетия, вопрос до сих пор не решен, вследствие чего она вынуждена проживать у родственников. Махмуд Али Калиматов дал на месте поручение министру образования республики в течение года выделить обратившейся квартиру надлежащего качества, что он особо подчеркнул. Кроме того, глава Ингушетии потребовал от Миноборнауки ежемесячные докладные по текущей ситуации с предоставлением жилья сиротам и от контрольного управления администрации главы и правительства Ингушетии. Осуществление пермоментного анализа и контроля исполнения законных требований социально незащищенной категории граждан. Также в ходе приема граждан были рассмотрены вопросы повышения качества оказываемых услуг энергоснабжения, эффективной организации междугородних перевозок, реализации инвестиционных проектов и другие. Я стала в 2001 году. Просто Вам сколько было лет? Мне было 11 лет. 11 лет. Да, но мы не знали о существовании этой программы, и так получилось, что вот 10 лет мы просто так сидели. Официально вас признали нуждающимся как сироту в 2010 году, да? Ежемесячный контроль, чтобы вам докладную не только по ей, а по всем сиротам ежемесячно давали отчет, движение это жилья, какое жилье, контрактованность денег этих бюджетных. Стройжилнадзор этот, чтобы он лично на мое имя докладной писал о готовности тех или иных квартир перед тем, как дать и объявить человеку обследование жилья, составлял акт отдельно на каждую квартиру. Особое внимание обращать на те квартиры, которые выдаются, той прослойки конкретно, и ей лично. Все жалобы поступают от категории социально незащищенных людей, детей, стариков. Выделяйте их, изучайте, реально возьмите на контроль исполнение законных требований этой категории людей. Те слои населения, социально незащищенные. Значит, государство выделяет для них жилье. Это большое подспорье им. Поэтому это жилье должно быть качественным. В течение года вы квартиру ей дадите.
Повышение доступности и улучшение медицинской помощи, строительство и оснащение современным оборудованием больниц. В 16-м послании Федеральному собранию президента Владимир Путин уделил особое внимание развитию первичного звена здравоохранения. Лекарственное обеспечение и контроль качества медикаментов – задачи, ставшие решающим фактором повышения качества медпомощи и увеличения продолжительности жизни населения страны. А нацпроект здравоохранения включает все эти аспекты. Его реализация в приоритете. Что должно измениться в сфере поставок лекарств, расскажет Зелимхан Калоев. Особое внимание в ежегодном послании к Федеральному собранию президент уделил реализации нацпроектов, а также вопросам демографии и здравоохранения. Он говорил о том, что недопустимо, когда пациенты остаются без жизненно важных лекарств. Послание Владимира Путина уже называют концепцией сбережения нации. Президент потребовал в текущем году не допустить повторения прошлогодней ситуации с перебоями в поставках лекарств в регионах, так как сбои бюрократической машины били по простым людям, вынуждая вносить существенные коррективы, зачастую и вовсе отменять лечебный план. Закупки оказались фактически сорванными. И некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров. Не беда, объявим новые конкурсы. Ну, а люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться. В ряде регионов, в том числе и в Ингушетии, недополучали необходимое количество инсулина и самое ужасное лекарство онкобольных, то есть тех препаратов, которые относятся к перечню жизненно необходимых и важнейших. В прошлом году у нас из 150 аукционов не состоялось 19 аукционов на общую сумму 23 миллиона рублей. Там были и инсулины, но мы опять перевыставили эти заявки. Вторично у нас опять же инсулины не прошли, мы закупили инсулины уже прямыми договорами непосредственно с производителем. Вот именно на этот момент и в своем послании президент заострил внимание, то, что методика расчета начальной цены, которая была предложена Минздравом, она чуть-чуть занижает цену, и, соответственно, в результате получается то, что аукционы считаются несостоявшимися, и конечные получатели не получают свои лекарства. Позиция президента по этому вопросу категорична. Лекарственные препараты в полном объеме должны всегда быть доступны населению. В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь больше не было. Также уже принято законодательные решения, которые позволят официально и централизованно вводить в России отдельные специализированные препараты, ввозить отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать. Всего в Ингушетии с редкими или по-другому орфанными заболеваниями 30 человек, из них 8 детей. На лекарственное обеспечение этих детей, по примерным расчетам, необходимо около 46 миллионов рублей. По региональной льготе, если брать, значит, у нас до сих пор существует проблема с финансированием. В прошлом году у нас на региональной льготы было предусмотрено 15 миллионов рублей. В этом году утвердил парламент 138 миллионов. Я думаю, мы в полном объеме сможем уже орфаннику обеспечить необходимыми лекарственными препаратами и обеспечить те категории граждан, которые не имеют льгот, ну, не в полном объеме, но при потребности 260 миллионов нам предусмотрено 138 миллионов. Ну, орфанников точно обеспечим, иншаллах. Так или иначе, проблема с поставкой и нехваткой лекарственных средств в Ингушетии должна быть решена в скором времени. Владимир Путин уделил особое внимание вопросам здравоохранения. Так, с этого года будет внедряться новая система оплаты труда, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок. Глава государства также обещал, что существенно изменится контроль качества лекарственных препаратов. Он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных сетях. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.
Многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно. Такой законопроект рассматривают в Государственной Думе. Согласно принятому ранее закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на 5 лет. Ежегодно с шагом в 1 год, пока не достигнет окончательных значений 65-60 лет соответственно для мужчин и женщин. В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших 3 и 4 детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта – симметричное смягчение последствий и повышение пенсионного возраста для мужчин. Более 150 миллионов фото и текстовых документов, миллионы судеб. В Москве в Музее Победы создана народная экспозиция, в которой участники проекта могут найти портрет своего предка-героя. Принять участие во всероссийском проекте «Лица Победы» могут родственники и потомки участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно, загрузив фото своего родственника-ветерана на портал «Лица Победы» на сайте. С одним из героев Ингушетии, чье имя уже внесено в почетный список, ознакомился Идрис Ижиев. Любовь к самолету, как говорила тетя Валя, просто фантастическая была. Он наверняка, как она говорила, знаете, моей племянницы, он, наверное, говорит, и в снах, говорит, своих летал. Именно таким запомнился Асе Абдурзакова ее родной дядя, герой России Ширвани Костоев. Этот без преувеличений великий человек застал войну в очень молодом возрасте. Гений авиации, так его называли родные, вспоминает племянница Ася. Своего героического дядю она, к сожалению, не застала. Однако отец и родственники не раз рассказывали ей о жизни и подвигах Ширвани. Как обычно, детство мальчугана тех 20-х, 30-х годов. Он закончил среднюю школу, но вот что... Как моя и мама рассказывала, он был очень любознательным мальчишкой. И в школе он учился прилично, и был прилежным учеником. Обожал физику, химию, математику, черчение и так далее. В Ингушетии никогда не было авиационных училищ, и о полетах наши жители могли только мечтать в те годы. Ширвани всегда отличался острым умом и всесторонней развитостью. Любовь к самолетам у него возникла еще в раннем детстве, благодаря неожиданному случаю. По неизвестным причинам в Галашке приземлился самолет. Ну, естественно, увидеть чудо техники того времени сбежалось все село. И кто первым прибежал там, где приземлился самолет, были школьники. Они даже и не спрашивали у своих учителей, можно, не можем. И вот эта ватага учащихся вместе с Ширвани окружили этот самолет и просто были в восторге от увиденного. И Ширвани, так как был очень... Ему это было интересно, любознательность его. Он на листке нарисовал самолет и долго, говорит, его рассматривал. Ну, и подошел к нему летчик и спросил, ну что ты там рисуешь? И он ему показал свой чертеж. И он говорит, у вас, говорит, большие способности, вам, говорит, надо учиться. Увиденное настолько запало в его детскую душу, что фантазия быть летчиком мгновенно стала одной из целей его жизни. С таким неожиданным случаем наша страна получила одного из первых ингушских летчиков. Прилежный офицер, настоящий патриот и знаток своего дела. Таким он запомнился друзьям и родственникам. В его послужном списке были десятки выполненных заданий и спецопераций. Однако есть случай в его боевом списке жизни, который Ася вспоминает с особой гордостью. И вот в Балтийском море, когда был дан приказ потопить эскадру немецких кораблей, он вылетел на боевое задание, и вроде бы так все точки сбиты, но вот один корабль никак не подпускал наших летчиков к кораблю. И даже потом тетя Валя рассказывала этот момент, говорит, как Ширвани, говорит, рассказывал, я, говорит, уже не знал, говорит, что делать, я, говорит, понимал, что бензина, то есть горючего как такого уже на исходе, я должен, говорит, уже вернуться. И вот он, говорит, уже поднялся на высоту и просто, говорит, из-за облаков, говорит, вынырнул и смог сбросить эти бомбы. 9 августа 1949 в авиационной катастрофе жизнь Ширвани Костоева оборвалась. Таким образом, пройдя всю войну, он стал не только героем, но и символом героизма нашего народа. Он похоронен в городе Елгава, это недалеко от Риги, с воинскими почестями. Конечно, это трудно осознавать, и папа очень долго не мог к этой мысли привыкнуть, что такой талант, такой любимый брат больше не вернется
порогу отчего дома. Проект «Лица Победы» — это крупнейший международный банк фотографий и личных историй миллионов людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Наш регион не остался в стороне и принял непосредственное участие в этом проекте. Музей заполнен фотографиями героев не только нашей республики, но и всей страны. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в великую победу и светлое будущее нашей отчизны. В центре экспозиции красуется новый стенд, полностью посвященный героическим поступкам женщин. Надо отметить этот авиаполк, женские ночные ласточки, ночные ведьмы, так скажем. Оказывается, он под Малгобеком разбомбил вражеский штаб, который возглавлял генерал фон Клест, немецкий. Они разбомбили. И мне кажется, что благодаря вот этому подвигу и этой их военной операции и началось освобождение, так скажем, Кавказа. Проект будет и дальше расширяться и пополняться новыми именами героев. Помнить и чтить наших героических предков – долг каждого жителя нашей необъятной родины. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Не просто буханка, а надежда на спасение. В стране набирает обороты акция памяти «Блокадный хлеб». Название говорит само за себя. Акция приурочена к 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Памятную дату отметят 27 января. Кусочек хлеба, даривший жизнь жителям осажденного города на Неве, стал символом проведения цикла мероприятий и в Ингушетии. В театрах, школах, музеях региона проходят конференции, круглые столы, уроки мужества. Почтили память жертв военной блокады и в 15-й школе Назрани. Микаил Тангиев расскажет подробнее. Прочувствовать и передать атмосферу, которая царила в тяжелые годы во время блокады Ленинграда, такую цель ставили перед собой школьники. Ученик 8 класса Мухаммед Али Аздоев сегодня в роли солдата, сумевшего выстоять все тягости суровой блокады. Об этой трагической странице в истории советского народа он знает не понаслышке. Мы по литературе проходим войну, читаем всякие произведения на тему блокады. Я знаю то, что раньше, когда была блокада, людям было очень сложно жить, потому что не было еды. 8 сентября 1941 года над Ленинградом сомкнулось кольцо блокады. В осажденном городе оказалось более 2,5 миллионов людей. На жителей города обрушился голод. Единственным продуктом питания был хлеб, который выдавали по карточкам, но и его не хватало. Блокадная карточка с суровой надписью «При утере не возобновляется» была дороже денег, ценнее любых произведений искусства. Особенно трогателен до слез в живописи и в стихах образ блокадного хлеба. Иногда цена этого маленького кусочка равнялась цене даже не одной человеческой жизни. Муки в нем было не намного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды или отрубей. Как говорили сами блокадники, такой хлеб можно было есть только запивая водой и с молитвой. Единственной надеждой на завтрашний день был паёк. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-граммовый кусочек. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда. Несчитанный ломоть, доступный и обеденный, но никогда не забудется 125 блокадных грамм, драгоценный, помещавшийся в ладони кусочек, в котором была жизнь, сила и тепло. Лишь одна единственная дорога связывала блокадный город с большой землей. Шла она по воде, а с наступлением холодов по тонкому, неокрепшему льду Ладожского озера. Эта дорога жизни спасла от голода многих ленинградцев, но кто-то так и не пережил блокаду. Одна из самых печально известных событий того времени – это история ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая вела в дневнике записи, как одним за другим этот мир покидали ее родные и близкие. Это песня о том, что папа ушел на войну, а мама сидит, плачет, и девочка утешает ее. Вот когда ты эту песню поешь, что ты чувствуешь? Какие у тебя эмоции, может, впечатления? Ну, мне нравится эта песня, и я ее пою от души.
Воспитание гражданина и патриота своей родины – главная задача любого образовательного учреждения, и поэтому такие мероприятия со школьниками проводятся как можно чаще. Помимо вот таких открытых мероприятий, мы проводим классные часы, игры, именно посвященные военной тематике, уроки истории, обществознания, посвященные вот этой теме Великой Отечественной войны. Полностью от блокады Ленинград был освобожден только в январе 1944 года. Жители вышли на площади и улицы, чтобы услышать по радио долгожданную радостную весть. Но суровый итог войны таков. За почти что 900 дней и ночей осады от голода и холода в оккупированном городе погибло около 1 миллиона человек. Память ушедших почтили минутой молчания. Завершая мероприятие, собравшимся раздали по кусочку хлеба – 125 грамм, чтобы каждый мог не просто прикоснуться к истории, а самое главное – узнать и осознать цену тем благам, которые мы имеем сегодня. Как в те годы, эти 125 грамм. Блокада Ленинграда стала самым страшным событием за всю историю Второй мировой войны. В результате артобстрела было выведено из строя более 5 миллионов жилой площади, сожжено свыше 3000 жилых домов, около 400 школ и сотен предприятий. Огромный ущерб был нанесен историческим зданиям и памятникам Ленинграда. Но несмотря на все тяготы, город выстоял, и сегодня Санкт-Петербург является одним из самых красивейших мегаполисов в мире. Нужно ценить и беречь нашу историю, уверены организаторы таких мероприятий. И главное не забывать, какой ценой мы сегодня имеем мирное небо над головой. Михаил Тангиг, Марбек Межжоев, Новости 24. При научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева создадут отдел по изучению средневековой архитектуры Горной Ингушетии. Это предложение озвучила вице-премьер Мариам Амриева на совещании в правительстве с участием представителей НИИ, парламента и Ингушского госуниверситета. На встрече отметили, нужно больше времени уделять воспитанию у ингушских школьников чувства патриотизма, бережного отношения к природному, историческому и культурному наследию родного края. Участники совещания также обсудили состояние средневековой архитектуры Горной Ингушетии и меры для решения актуальных проблем по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия. Борьба с терроризмом и экстремизмом в современном обществе. Тему, которая никогда не теряет своей актуальности, обсудили на встрече представители общественных палат, религиозные и общественные деятели. Участники и организаторы круглого стола сошлись во мнении, что беседы такого рода дают понимание о направлении, в котором стремятся развиваться молодые люди. Это в первую очередь даст возможность своевременно предупреждать экстремизм до стадии его проявления. Самое главное – прийти к пониманию всей сложности проблемы и найти самые действенные пути ее решения. Ограничиваться сегодня одними беседами в школах или в учебных заведениях. Необходимо на примере показывать, в чем ущербность поведения некоторых молодых людей, которые становятся на преступный путь. Что нужно предпринять, чтобы впредь вот такого не случалось? Для этого необходимо, конечно же, повышение уровня правосознания граждан, особенно молодых людей, которые очень часто воспринимают вот эти явления как возможность проявления героизма, в кавычках. И если мы повысим их уровень правосознания, то есть привьем им противность совершения вообще зла, каких-либо правонарушений, то тогда они не станут на преступный путь. Тогда они будут достойными носителями всех ценностей, которые существуют сегодня вообще в целом в российском обществе, и ценности нашего народа в частности. Предупрежден, значит защищен, в том числе и от пожаров, в случае возникновения которых учащаются в зимнее время из-за подключения обогревательных приборов. В этой связи сотрудники МЧС совместно со специалистами «Газпрома» и представителями администрации проводят профилактические беседы с жителями. В этот раз побывали в селе Плиево. Особое внимание уделили щитовым домам. Жаридат Халухоева расскажет. Газовые плиты, установленные с нарушениями, неправильное, незаконное и самовольное подключение к газу. Внеплановые проверки начались в Плиеве ранним утром. Первый же адрес и сразу же нарушение. Проверяющие объясняют хозяину дома, что дымоход должен быть установлен непременно вертикально. Иные варианты просто опасны. Да, за крышу ее вытянуть. Они там ветер задувают туда-обратно и угарный газ.
Несчастные случаи из-за угара. Вот горький итог несоблюдения таких элементарных норм безопасности. Подробно это описано в памятках по пожарной безопасности, которые инспекторы протягивают каждому жителю. Там же предупреждение о незаконности самовольного подключения к газу. Результатом такой самодеятельности являются и эти резиновые шланги, брошенные прямо у порога дома Изязиковых. Впрочем, как выяснили сегодняшние ревизоры, с риском для жизни к домовладению подключено не только голубое топливо. Газовики уверяют, те, кто подключился незаконно, должны быть отключены от газоснабжения. Ведь газ во многие дома здесь подведен посредством старых резиновых шлангов. Отсюда и частые утечки. Но сегодня инспекторы никого штрафовать не планируют, ведь мероприятие носит профилактический характер. В первую очередь, Как показывает статистика, с наступлением холодов щитовые дома с неисправными печами или самовольно подключенным газом вспыхивают как спички. И за несколько минут можно потерять все, что нажито непосильным трудом, включая крышу над головой. С начала года в регионе произошло уже 6 таких происшествий. Обошлось на этот раз без жертв. Вот поэтому проводим профилактические рейды. Вот в прошлом году у нас по республике было более 10 отравлений угарным газом. Все они происходили в ванных помещениях, большинство. Поэтому хотелось бы довести до жителей, чтобы эксплуатация газовых приборов у них соответствовала нормам и требованиям пожарной безопасности. Новостройки всегда в зоне повышенного риска и особого внимания проверяющих. По ходу рейда нарушения выявлены практически во всех домах, жителям которых даны рекомендации в кратчайшие сроки устранить все неисправности. Но в любом случае в течение отопительного сезона сотрудники МЧС еще не раз заглянут сюда с проверкой. Радат Хулхоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Ингушский футболист Солтмурат Бакаев продолжит карьеру в казанском «Рубине», в то время как старший Зелимхан в основном составе «Спартака». Контракт рассчитан на 3 года, а сумма трансфера – 20 миллионов рублей. Московская команда, в свою очередь, оставляет за собой право первоочередного выкупа игрока за 4,5 миллиона евро. Так же, как и в 2018 году вернули Зелимхана Бакаева, который не только прочно закрепился в основной обойме столичной команды, но и заслужил похвалы как тренеров, так и именитых игроков. Чемпион мира 2014 года Андрей Шурле увидел в ингушском футболисте Зелимхане Бакаеве большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться, отметил именитый футболист. Порядка 80 спортсменов в 8 весовых категориях сегодня оспаривали звание лучшего дзюдоиста Ингушетии. В Назране состоялось первенство республики по дзюдо среди юношей до 23 лет. Участники – победители муниципальных соревнований. За ходом схваток наблюдали и почетные гости, именитые наставники и тренеры. Победа на первенстве – путевка на окружной чемпионат. Кто же стал лучшим, расскажет Микаил Тангиев. В специализированном зале дзюдо царит атмосфера настоящего спортивного праздника. Десятки ребят со всей республики выходят на татами, чтобы отстоять право лучшего в своем весе. Опытные дзюдоисты борются не просто за кубки, медали и грамоты. На кону главный приз – путевка на первенство СКФО. Каждый техничный бросок или захват в исполнении этих ребят в очередной раз доказывает, на региональные соревнования приехали только сильнейшие дзюдоисты. На одном из татами пальму первенства оспаривают ребята весовой категории 66 килограмм. Если в начале поединка оба борца показывали неплохую технику, то уже к середине стало понятно, кто больше проводил времени за тренировками в зале. Несмотря на травму ноги, Ислам Ташхоев проявляет большую волю к победе. Пару зрелищных бросков поставили точку в этом противостоянии. Дальше проходит спортсмен в синем кимоно. У нас особый график на каждое соревнование. Подошли очень хорошо, чувствую себя нормально. Первой схваткой можно сказать, что недоволен, потому что, не знаю, даже, можно сказать, не включился на полную. Но дал Энделю, все будет хорошо.
Во второй схватке уже выступают более рослые спортсмены. Наблюдая за поединком дзюдоистов с такими физическими данными, как правило, шанс увидеть хорошие схватки увеличивается вдвое. Оба участника внимательно наблюдают за движениями соперника, ведь скорость исполнения приема в этом спорте играет важную роль. Спустя время наступает неожиданная кульминация и в этой встрече. Иппон. Чистая победа. Муса Албагачиев уверенно проходит следующий этап соревнований. Я пришел в 6 лет. У нас в школе открыли секцию дзюдо, и я пошел заниматься дзюдо. Я усердно занимался, готовился к этому турниру. Болельщиков и просто зрителей на трибуне сегодня не так много, но каждый из них всем сердцем переживает за наших спортсменов. Старшее поколение не скрывает свое довольство тем фактом, что с каждым годом растет количество желающих посвятить себя занятию спортом. Проведение частых соревнований – это большое подспорье для наших спортсменов, так как они в будущем должны выезжать и показывать свое мастерство на более крупных турнирах по всему миру. Я и сам отдал своего сына в секцию дзюдо, к чему призываю и других родителей. В зале сегодня и много почетных гостей. Понаблюдать за поединками как начинающих, так и опытных спортсменов приехал заслуженный тренер Казахской и Киргизской ССР Руслан Базоркин. Так же, как и Яхья Мережков, он стоял у истоков становления ингушского дзюдо и рад, что сегодня уровень борьбы наших ребят только прогрессирует. Я хотел бы пожелать в первую очередь ребятам, которые любят дзюдо, которые хотят быть борцом, а не так просто, которые вот этот. Еще когда сочетается желание с умением и с данными его, вот тогда из него получится хороший спортсмен. Подготовка спортсменов к любым соревнованиям проходит под строгим контролем старшего тренера по дзюдо сборной Ингушетии Аюпа Евлоева. Наставник не сомневается, что его подопечные учтут все ошибки и замечания на схватках регионального первенства и с еще большей самоотдачей подойдут к предстоящему турниру. Выходных у нас не было, мы работали в полную силу, тренировались 2 раза в день. Надеюсь, что на СКФО выступят нормально и надеюсь, что на первенстве России до 23 лет в Тюмени уже то же самое у нас будут призеры и чемпионы. По итогам этого первенства определится 6 лучших спортсменов, которые получат шанс отобраться на северокавказские соревнования. Поединки пройдут 9 февраля в Грозном, и у нашей команды еще есть время привести свое тело и дух в нужную форму. Микаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.